Является ли этот инцидент результатом безответственности, покажет следствие. Между тем, сегодня в Государственном собрании Илтумен обсудили вопросы ответственности родителей. Точнее, рассмотрели законопроект, инициированный региональным отделением Движения Матери России. Подробнее расскажет наш корреспондент. Участие в рассмотрении законопроекта приняли более 120 тысяч родителей, которые внесли свои замечания и предложения. Многие из них категорически не согласны с пунктами закона. Нас не устраивает то, что от родителей требует больше ответственности, но в то же время с государства нет никаких условий. Родителям нужно создать условия для того, чтобы мы выполнили все условия, которые есть в законе. Авторы законопроекта уверены, что, несмотря на разноголосицу мнений, все же этот закон должен оградить детей от жестокости и равнодушия взрослых. Конкретными пунктами не согласны, уже внесли, так скажем, свои замечания, предложения. На сегодня, конечно же, родитель понимает, что он ребенка, так скажем, ребенок этот появляется на свет не для государства, а родитель, значит, понимает, что он создает семью и рожает мамочка ребенка, и ребенок за ребенка несет ответственность. То есть, осознавая уже ответственность, на сегодня матери, допустим, так скажем, рожают детей. Также создатели законопроекта уверены, что Семейный кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс не работают должным образом. Наблюдается крен в сторону карательной функции, из-за чего родители не торопятся обращаться за помощью в государственные органы. Да и механизмов реализации не хватает. Новый закон о родительской ответственности как раз-таки должен помочь решить эти проблемы. Я считаю, что это будет очень хорошим законом для того, чтобы менталитет нашего общества подвинулся в сторону защиты прав ребенка и его законных интересов. Ульяна Винокурова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.